Саламат, парчевашень пурнете халахсень перлехень уяве песаламлать. Расшире шершер нации килиштерзе онланза пуранать. Шаговал пирень пуянлах, пирень вой. Малашните туслыха упраза шире плеце бурар. Солнечная Чувашия поздравляет всех с Днем народного единства. Мы многонациональная великая страна. И в этом наша сила и могущество. Пусть дружба народов с годами только крепнет. Вместе мы сможем добиться больших высот. Мы, чуваши, один из крупнейших и уникальных народов России. Сегодня нас более 1 миллиона человек. Мы гордимся тем, что наши диаспоры дружно живут с другими нациями в соседних регионах и за пределами Российской Федерации. Мы смогли сохранить наше наследие и наш живой чувашский язык. Наши предки оставили нам в наследство богатую и самобытную культуру, многовековые традиции и обычаи. Визитная карточка чувашей – красивой национальной одежды, украшенные оригинальными узорами и орнаментом. Считается, что такой наряд многое может рассказать о своем хозяине. И здесь мнения культурологов расходятся. Но одно остается неизменным – в основе чувашских орнаментов древнейшая руническая письменность, где каждый символ и знак нес в себе сакральный смысл. Многие ученые и исследователи до сих пор пытаются разгадать тайны магических рун. Древнечувашская руническая письменность, несмотря на активное изучение, до сих пор окутана тайной. Наши предки, сувары и булгары, в VII веке принесли руны на Среднюю Волгу. Об этом свидетельствуют многие исследования и археологические раскопки. Символические штрихи и начертания вырезались на камне, дереве, металле. И сегодня раскрыть зашифрованный в них смысл помогают старинные предметы утвари, монеты, женские украшения, намогильные каменные плиты и, конечно же, элементы уникальной чувашской вышивки. У чувашского народа сохранились песни, в которых как раз поется, что вышивка у нас читалась. Например, «Шуржит кебе тыхындым, арги жанли худ ширу, и баргине вуларым, ир булзасын, кельмелле, и пшаныне вуларым, каш булзасын, каймалла». Ну, в переводе это, конечно, звучит вот следующим образом. «Надела я рубашку белую, подол рукава в письменах. Прочла я письмена на подоле, надо приходить рано утром. Прочла я письмена на рукавах, надо уходить поздно вечером». Например, нагрудные знаки кески у нас вышивались только на женской рубахе. Это тоже своеобразный такой символ плодовитости, например, охраны, своеобразное материнства. По вышитым узорам на одежде чувашей можно было прочитать, какого рода племени человек, каков его социальный статус. Если нижняя часть наряда рассказывала о прошлой жизни, о его предках, то средняя повествовала о настоящем времени. Именно здесь самая богатая узорами вышивка. А вот украшения и головные уборы олицетворяли связь с высшими силами. Есть даже поверье, что хушпо открыто для связи с космосом, помогает женщине жить в гармонии со Вселенной. Если чувашские узоры за несколько веков умельцы и мастера усовершенствовали на свой лад, то древние украшения сохранились в первозданном виде. К примеру, этот экспонат нашли в 1976 году в Козловском районе во время археологических раскопок. В средние века, оказывается, молодые мужчины дарили своим возлюбленным такие вот красивые украшения, в которых сохранились древнейшие письмена. И там наш Трофимов Алексей Александрович вычитал простые выражения «щагназен эцулу сана», то есть это украшение, помни, дарю тебе эцулу. Одни из самых древних исторических памятников, которые свидетельствуют о наличии рунической письменности у чувашей, хранятся в Чувашском национальном музее. На этих намогильных камнях XII века можно увидеть вырезанные графические знаки. К слову, в древности текст писали справа налево, и прочитать его можно было только сверху вниз. На некоторых надгробиях, вот у нас всего 4, но в древности их, конечно, было больше, можно было по ним узнать вот все о жизни этого великого человека и про его перекочевку.
Слово «руна» означает «тайна». Древним символам присваивают даже магические свойства, наделяют их способностью исцелять либо приносить беды. С их помощью не только писали тексты, но и украшали обереги и гадали. Известный чувашский культуролог Владимир Алмантай уже более 10 лет изучает древнюю историю чувашей, а также народов, населявших Волжскую Булгарию. Команда исследователей проделала огромную работу. Эксперты изучили более 20 древних рун. Руна-ар, если перевернем, это уже будет руна Ра. Такие же руны известны в древнеегипетских иероглифах и шумерских пиктограммах. Эти же руны в период Аттилы тоже сохранились, и эти же руны довольно-таки распространены в Волжской Булгарии. Так как основной народ был земледельский, они хотели изображать культ солнца. Такие же руны находятся в государственных печатях Суварского княжества Волжской Булгарии. Здесь они уже наверх нарисовано. Эта руна означает тамга правящего княжества. По-другому мы его говорим ар. Мир и согласие, верность и любовь, единство и преданность, мудрость и знания, семья и братство, жизнь и смерть. Загадочные символы раскрывают основные жизненные ценности наших предков, опыт, накопленный веками. На самом деле руны читать не так-то уж и легко. Еще сложнее из этих знаков и символов связывать слова и предложения. Вот у меня в руках копия древнего амулета. И наши чувашские исследователи прочитали ее следующим образом. Первая строчка «Щирепте вейла арщин ту ира хравчалаха щентерзе хущапал турубачи гынца еха щекле». На русском звучит это следующим образом. «Крепкий и сильный мужчина, твори добро. Преодолев трусость, стань хозяином. Связываясь с Богом, поднимай свой род». На основе древнечувашского рунического письма выполнены государственный герб и флаг Чувашской республики. Самый основной национальный символ украшает здание Дома правительства. Чувашский герб представляет собой геральдический щит. В центре расположено древо жизни, которое почитали древние чуваши. Примечательно, когда-то весь наш край был покрыт дубовыми рощами. Это дерево стойко к любым погодным условиям. Именно за его могущество и выносливость чуваши наделили его магическими свойствами. В нашей культуре дуб – традиционный символ мужественности, силы, крепости. Кроме этого, древо жизни олицетворяет единение народов, проживающих на чувашской земле. Также культурологи отмечают, что два нижних элемента, которые берут начало из ствола дерева и симметрично расходятся по сторонам и заканчиваются ветвями в виде национального орнамента, символизируют чувашскую диаспору. Эмблема «Три солнца» олицетворяет собой солнечный свет. Он оберегает и дарует всем благополучие. Троекратное повторение древнего солярного знака означает «Иберпулна пур пулатпар». В помощь тем, кто хотел бы поближе познакомиться с рунической письменностью, в центре столицы на Красной площади есть вот такой вот камень мудрости. На нем 53 древние руны и их обозначения на национальном и на русском языках. Среди горожан сложилась даже такая добрая традиция: если потереть ту руну, которая вам больше всего понравилась, то к вам перейдут те качества, которые она символизирует. Мы прикоснемся к руне дружбы и сплоченности. В знак единения всех наших народов она гласит «Перпериншин семье, друг за друга уют и семья».